из чистых, нетронутых вершинных снегов, из глубины древнего камня, хранящего память тысячелетий, рождаются родники. Они пробивают себе русло и преодолевают невиданные преграды. Потом они сливаются вместе и превращаются в реки, сначала спокойные, потом раздельно спокойные и могучие. Народные праздники моей Родины – это ее родники истории и культуры. Некоторые обычаи уходят корнями в далекое прошлое, но в старину такие праздники очень красочно и весело отмечались. Каждый проводился по своим особым правилам, традиции строго соблюдались. А начнем с праздника женщин. Он наиболее древний из зафиксированных праздников в силу того, что уже в XIX веке проводился крайне редко. Проводили его осенью, после успешного осуществления всех работ, то есть убрав, обмолотив хлеб, отправив его для засыпки в закрома, женщины могли позволить себе отдых. В свой праздничный женский день они с хорошим настроением отправлялись в горы. Праздник проходил обычно высоко в горах и в уединении. Приходили туда женщины всех возрастов и со всех аулов. Из своего круга женщины выбирали царя, который определял дальнейший ход праздника. По составленному издревле сценарию устраивались скачки, в которых девушки, переодевшись в боевые доспехи, показывали поразительные результаты в джигитовке и скорости в преодолении дистанции. После моления на Столовой горе в ауле Хули проводился праздник патрона Тамаж-Ерды. Тамаж-Ерды изображали святым существом маленького роста, сидящим верхом на коне, величиной с козленка. Перед праздником люди должны были провести ночь в пещере на горе. Эти сборы проводились как и на мяцели. Каждый нес с собой продукты, останавливаясь только чтобы поужинать. По пути зажигали свечи и ставили их на сложенных камнях. Люди верили, что в этот праздник к ним явится святой и объявит судьбу целого народа и покарает тех, кто совершил преступление. В пещере же все обряды исполнялись до проникновения в нее солнечного луча. Наиболее торжественно справлялся осенний праздник по случаю окончания полевых работ, после уборки сена и хлеба – праздник уборки. Во время этого праздника проводилась массовая игра под названием «Урожайная» или «Изобильная». Ужины и гуши в этот день устраивали в честь умерших родственников, и так после каждой жатвы или сенокоса. В день совершения праздника отлучаться из аула не разрешали. Во время праздника каждый просил, чтобы в хлебе было плодородие, в скотоводстве изобилие и в детях счастье. Затем в течение суток продолжалось празднество с песнями и танцами. На протяжении веков языческие божества, как носители священного, сыграли немаловажную роль в становлении национального характера ингушского народа. В отличие от языческих времен, народных праздников и ингушей-мусульман стало меньше. Еще в середине XIX века ингуши не так активно отмечали эти праздники.